Мы собрались почти 90-летие со дня рождения учителя с большой буквы. Корифея детской ортопедии доцента Асма Казадековича. Коллеги, тема нашей конференции называется «Актуальные вопросы детской калабудовой ортопедии». Выбрана не случайно. Она прямо продолжает дело Асма Казадековича и отражает стратегические приоритеты нашего конгресса. Развитие суботехнологичной помощи детям, это внедрение эндоскопических навигационных технологий, сложного протезирования у детей, микрохирургические методы. Это прямо путь к улучшению истории, если живет инвалидизации, чем мечтал наш учитель. И тема его была перелома пяточной кости и медленное лечение. И в нашей семье такие имена, как Сиваш, да, Илиздар, Кабан, Мипедев, да, это такие же, как бы, знакомые люди, да. И дома он оставил стопа человека, я очень горжусь, что было там 30, я помню, что там было 32 сустава, даже помню название, как они называются, сейчас я забыл, я помню до красоты. Расскажу об истории. Ему где-то 80 лет, ну так где-то конец, начало 2000, 99-2000, что-то у меня настроения нет. Хотя он ходит с удовольствием, там его очень близкий, можно сказать, друг, это Сабабек Акспекович, но у него настроения нет. Это конец 90-х годов, это тотальное недофинансирование. Я думаю, это столкнулись и многие другие республики, может быть. И он видел, как разрушается то, что он строил всю свою жизнь. Систему, детской ортопедии, да? Нет денег. И больше всего он средства на то, что можно было маленькими деньгами сделать очень большие дела. То есть, я слушаю, да, там детские койки, нужно там центр, оборудование, а он возмущался тем, что у нас в стране, допустим, детская дисплазия тазобедренного сустава в некоторых районах доходит до уровня 12-16 детей на 1000 живорожденных. Если не будет там не на рождаемости, то у нас сейчас, допустим, рождается 150-170 тысяч детей. И представляете, что вот эти 2-3 тысячи детей, они нормальные, но потенциально уже говорили, потому что нужно их ловить на уровне роддома. На уровне роддома там нужен просто один детский ортопед, который будет проверять. И первым делом нужно поймать их там, потому что потом матери забирают их себе домой, и потом и не поймаешь нигде. Пока они не увидят, что ребенок стал инвалидом. И вот он говорит, только нужно взять этих врачей роддома, научить их диагностировать эту дисплазию, потому что это дедовый, это еще не подология сильнейшая, да? И нужно бросить правильно пеленать. Просто правильно тугое пеленание. Если это запустить больше года, то там придется уже накладывать гипс. Если запустить еще дальше, то тогда уже придется уже оперативное вмешательство и, как он говорил, кровавая краса. И дам надо было всему, да, доплачивать врачам и каждый раз их учить. У нас есть районы, где эта патология очень высокая. Сузавский район, город Джалават, Пышковский район, Денисский район, Атпашинский район, Аксуйский район. Он не мог понять идеологию этой болезни, но он понимал, что нужно просто за счет вот этих копеечных доплат научить людей, акушера и врача, и тогда эти дети будут обычными здоровыми людьми. И когда он это со своей полью добился, я учил друзей, и мы начали финансировать. Он создал фонд, называется «Здоровые дети». Мы финансировали его. Потом, когда появились хорошие результаты, международная организация начала продолжать финансировать. Но она уже ушла, потом уже наша организация финансировала. И я хочу сказать, что вот эта профилактика – это самый эффективный метод траты денег, когда не всегда на все хватает. И вот я хочу еще раз сказать, что вот то, что
Джумалек Скрипыч встречался с президентом, и у нас создается такой, строится большой такой научный, такой мощный центр ортопедический, да, чтобы за койками видели то, что можно сделать и без коек. Это просто эффект будет колоссальный на каждый вложенный грамм. $1 миллион будет эффект колоссальный. Поэтому я хочу сказать, что последние годы почему-то вы, дети, да, мы видели нашего Асабека Зазабека, как отца, как деда, да, и вдруг сейчас приходит обратная связь, потому что люди начинают говорить, и другие, как внук, мне внуки говорят, и дети говорят. Врачи спрашивают, а это вот ваш, кто он вам? Ледов нас учил, он нам наставничал, он нам такие истории рассказывал, да, и приходит в нашей семье переосмысление отца не как родственника родного, да, а как врача, как учителя, как наставника. И вот то, что вы здесь, вы тоже большую часть своей жизни вы проводите с больными, не с семьей. И я хочу, чтобы вы тоже о вас были такие же конференции, чтобы о вас вспоминали не только как родных, а вот как врачей, которые свою жизнь посвятили этому самому такому многовольному делу, лечению. Да? И Джумалек Петрович буквально благодаря ему, можно сказать, за счет организовал конференцию, она стала довольно у них здоровьем, потому что здесь присутствуют десятки ведущих ортопедов с разных стран, и он каким-то образом нужно его бешеную энергию, организаторской способности, помимо врачебных Савойдека, использовать на благо не только нашей республики, но и такие ортопедические тусовки, они очень нужны. Это очень такая, знаете, как сфокусированная группа людей, которые говорят на одном языке. Спасибо за внимание.